Первый выпуск состоялся в нашем вузе в 1971 году. И обладатель самого первого красного диплома сегодня с нами в этом зале. Отработала 3 года в Чешминском районе в деревне заучем, а затем была принята в наш институт. И 36 лет отработала по 2010 год, работала вот в этом институте, потом университете. Каждый человек проходит через школу, и поэтому очень много значит, какой у него будет наставник, какой у него будет учитель. И я всегда своим студентам говорила по-латински «гутта кавут лапидом» – «капля точит камень». И если вы будете стараться, вот учителя, будущие, здравствуйте, будете стараться хоть ненамного улучшать каждого из своих воспитанников, у нас будет хорошее молодое поколение. И наша страна никогда не пропадет. В 70-е годы становления вуза, безусловно, ну, естественно, не без великолепных, удивительных людей. И первые выпуски уже состоялись сейчас в нашем зале, а точнее уже теперь на этой сцене одна из первых выпускниц, которая является гордостью нашего вуза. Друзья, Розалия Асфандияровна Султангариева. В этом институте я часто бываю, провожу занятия, мастер-классы с сценами. Любая встреча, на любое торжество Раиль Мирваевич без внимания не оставляет. Я так благодарна. И благодарна тому, что именно вот нашего поколения студентов Раиль Мирваевич поднял университет на такой уровень, что он во всероссийском масштабе очень имеет большой престиж и звучание. Друзья, под ваши аплодисменты я приглашаю к микрофону выпускника Башкирского государственного педагогического института, профессора, ректора ГПУ имени Ахмулы, Раиля Мирваевича Асадуллина. Дорогие друзья, когда находится в зале мой ректор, мне тяжело выходить и дальше плыть. Я вас приветствую в этом зале. Младшая дочь Чем вам запомнились студенческие годы? Прежде всего, молодостью, безграничными эмоциями, стройотрядами и, конечно же, прежде всего, студенческой дружбой. Почему-то на этом фоне вот образовательный процесс остается на втором плане, поскольку, видимо, там больше было рационального, а в студенческой жизни преобладали эмоциональные вещи. Ваши пожелания студентам нынешним? Прежде всего, как я всегда говорил, дорожить временем, поскольку в жизни быть студентом отводится не более 5 лет. И это время, прежде всего, профессионального становления и обретения друзей, которые в последующем всегда будут твоей опорой. Вот когда мне сложно сегодня, я прежде всего бросаюсь своим друзьям и к своей семье. Когда очень трудно, когда невозможно решить проблему, друзья студенческие, они всегда на подмоге. Ну, а если я скажу, что любой концерт начинался с выступления легендарного совершенно танцевального ансамбля, то все хором скажут, что у нас назывался он. Совершенно верно, друзья.
наша жизнь, наша студенческая кредо, ансамбль «Башкирочка», который действительно был легендой и тех лет, и я надеюсь, что сегодня мы еще раз подтвердим, что «Башкирочка» была, будет и есть. Номера были поставлены замечательным педагогом Файзи Гаскаровым. Поэтому мы вот это помним, храним по сегодняшний день. До сих пор мы принимаем участие во всех мероприятиях, где связано с танцами, даже учили танцевать детей. Намного легче работать в школе, если ты что-то умеешь. Это талант, это нужно в школе обязательно. Поэтому наши пожелания такие вот. Не только в аудитории, но и вне аудитории надо чем-то заниматься. Очень существенно изменилась вся наша жизнь, включая и устройство государства. Но университет развивался очень интенсивно, и из института он стал университетом и стал одним из престижных вузов в Республике Башкортостан и известен далеко за ее пределами. Это я могу сказать как человек, который общается с коллегами из других вузов, человек, который видит рейтинги вузов в интернете. И за это еще раз огромная благодарность тем, кто занимался развитием нашего университета. Сегодня, прямо всю секунду, Зайтуна Гильманова, выпускница ЕГЭ, преподаватель детской школы искусств города Давлеканово, привезла свой ансамбль «Демские ласточки». Встречайте! Пединститут заманында ул наша пединститутка хас функцияларды үтәне. Бүгенге көндә ул университет икән, әгәр дә шул пединститут функция һәмән генә сикләнһә, урында тик торыр иде, стагнация булыр иде. Ә бүген ул үсә, университет кимәленә yeткән дип әйтеп була. Честно говоря, прежде чем какую-то другую специальность или профессию приобретать, всем бы советовалось сначала пройти школу, вот, педагогических колледжей, педагогических университетов, потому что только тогда вы будете настоящим, ну скажем, вот, личностью, социально направленной, ну и педагогом, а ведь педагогика нужна и в семье, и на работе, и в любой другой сфере.